Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Друзья, эту неделю можно назвать уже последней, когда можно поучаствовать в переписи населения. На канале «Татары мира» мы призываем татар, проживающих за пределами Татарстана, особенно это касается татар Башкортостана, участвовать в переписи населения электронным образом. Мы понимаем, что не у всех татар, проживающих в районах Башкортостана, есть возможности. Есть отличный интернет, есть навыки пользования сайтом госуслуги. В таком случае я обращаюсь к тем татарам, кто из этих самых северо-западных районов Башкортостана и для кого интернет и соцсети — это вполне себе привычная среда, скажем так, обитания и досуга. Помогите своим знакомым и родственникам, у которых есть проблемы с доступом к электронной переписи населения. Так уж получилось, что я с таким призывом к вам, милләт тәшләр, обращаюсь из Казани, из соседней Башкортостану республики, из Татарстана. Да, должен признать, что у меня нет возможности как-то выделить, отметить, отблагодарить всех тех татар в интернете, кто услышит мой призыв и поможет своим родственникам и друзьям пройти перепись электронным образом через сайт госуслуги. Единственное, что в моих силах, это поиск информации, аналитика данных, перепроверка этой информации и дать вам эту информацию в удобном для вас и понятном для вас и в актуальном для вас формате. Поэтому я подготовил небольшой обзор различных конкурсов в интернете, поучаствовав в которых у вас есть шанс выиграть какие-нибудь интересные и приятные призы. Я считаю, что все те интернетные татары, которые помогут с переписью другим татарам, достойны получить призы и подарки. Так что поехали! Итак, первый конкурс в соцсетях — это конкурс Бик-Яхшы 2021. Прием заявок в этом конкурсе продлен до 14 ноября. Так что у вас есть целая неделя. Победители конкурса могут получить iPhone 11, смарт-часы, Samsung или беспроводные наушники. Конкурс касается татар со всех регионов России. В нем также могут поучаствовать и татары, проживающие за рубежом. Что нужно сделать, чтобы заполучить заветный приз? У конкурса есть 3 номинации. Первая номинация — Мин-татар. Тут нужно опубликовать видео со стихотворением или песней на татарском языке. Вторая номинация — Мин-матур. Тут вам нужно сделать красочное селфи или фото с татарским колоритом. И третья номинация — Алтын-кулы. Здесь мы уже делаем любые поделки своими руками на тему татарской идентичности, рисунок, вышивка, украшения и так далее. Самое главное условие — вы вашу публикацию в соцсетях должны сопроводить именно с 2 хэштегами. То есть вы участвуете в первой номинации, значит у вас в публикации должен быть хэштег, например, Бик-Яхшы 2021 и Мин-татар. У второй номинации Бик-Яхшы 2021 и Мин-матур. Третья номинация Бик-Яхшы 2021 и Алтын-кулы. Мы посмотрели примеры работ в соцсетях. Народное творчество у татар на хорошем, на отличном уровне. А уж сколько красивых татарочек появилось под хэштегами конкурса, вообще заглядение. В общем, татарлар, алга, участвуйте в конкурсе. Второй весьма любопытный конкурс, мимо которого я не мог пройти, татарлар. Вы уже посмотрели очень крутой корейский сериал «Игра в кальмара». Так вот, в соцсетях появилась игра по мотивам этого сериала. Игра в татара. Можете найти в инстаграме страничку игры в татара. Главный приз в этой игре — это ноутбук-трансформер Acer Spin. Какие правила этой игры? В общем, смотрите. В игре будет 6 заданий. Первое задание — пройти онлайн-перепись, написать желаемое количество татар в мире, выложить это в инстаграме с отметкой «Игра в татара» себе на страницу или в сторис, поставить хэштег «Игра в татара» и ждать, когда организаторы тебе пришлют визитку участника этой игры. Вторая игра — съесть очпочмак за 1 минуту. Третья игра — привлечь максимально большое количество людей и вместе станцевать. Четвертая игра — выговорить канагатляндраль. Ну, в общем, я постарался, честно говоря. Пятая игра — выложить серию фотографий со своими близкими и дальними родственниками. Сделать краткое описание и подписать «Мин сізні яратам».
И шестая игра. На выполнение дается 2 дня. Выучить и рассказать наизусть отрывок из стихотворения Габдуллы Тукая «Туган тель». И «Туган тель», и «Матур тель», «Әткәм әнкәмнең теле». Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тель аркылы. Третий конкурс для татар в соцсетях «Моя большая татарская семья». Тут главный приз iPhone 12. Условия конкурса: опубликуй пост с фотографией и рассказом о вашей семье в своем инстаграм-аккаунте до 12 ноября. Поставь хэштег «Моя большая татарская семья» под публикацией. Подпишись на аккаунт собачка Татар Суперстар. Сам аккаунт участника конкурса должен быть открытым. Фотографии могут быть любыми: историческими, архивными и с большого семейного какого-нибудь торжества. Фотографии родителей и ребенка тоже соответствуют правилам. Современное фото семьи также может быть выложено. Участие может принять любой желающий как в России, так и за ее пределами. iPhone 12 получит счастливчик, которого Татар Суперстар выберет с помощью генератора случайных чисел. Тут мы также просмотрели уже имеющиеся примеры публикации участников этого конкурса. И вы знаете, есть много очень воодушевляющих работ. За крепкую татарскую семью, судя по этим фотографиям, можно не беспокоиться. Более того, участвуя в этом конкурсе «Моя большая татарская семья», вы заодно и участвуете в 5-й игре игры в татара. И еще один конкурс, он уже называется «Без татар». Тут главный приз – робот-пылесос Xiaomi, смарт-часы Honor Watch Magic и Bluetooth-наушники Sennheiser. Условия конкурса: публикуем в Инстаграме фото или видео, предметы, изделия или какие-то объекты, которые имеют самое непосредственное и прямое отношение к нам, к татарам, к татарскому народу. Это все сопровождаем хэштегом «Без татар». Победитель будет определен через рандомную комбинацию чисел. Итоги подводятся 15 ноября. Мы посмотрели примеры публикации участников этого конкурса. И вы знаете, креатив татар в соцсетях просто впечатляющий. В общем, татарлар, давайте вперед к победе. Вы меня поняли, да? Сидите в соцсетях, не сидите просто так. Помогите своим знакомым и родственникам переписаться в Башкортостане электронным образом. В качестве небольшого бонуса участвуйте в этих 4 конкурсах. Алла берса, кому-то да повезет. Фактически позицию Татарстана озвучила партнер коллегии адвокатов Сергис, заслуженный юрист Российской Федерации Гульнара Сергеева. Она работает совместно со Всемирным конгрессом татар и ведет мониторинг поступающих жалоб татар из регионов России на процедуру прохождения переписи. По ее словам, во Всемирный конгресс татар уже поступило 227 обращений от татар. Большая часть жалоб от татар, которые проживают в Башкортостане и в Тюменской области, и в Ульяновской области. Об этом она рассказала во время интервью телекомпании ТНВ. О каких именно нарушениях говорит Гульнара Ильдусовна? Слушаем ее внимательно. Мы, во-первых, анонимность сохраняем, по понятным причинам, чтобы не было оказано давление на тех людей, которые обращаются к нам. Обращение такого плана: либо пришел, например, переписчик, и он не обозначил национальность, родной язык, то есть не задал эти вопросы. Есть обращение такого характера, что переписчик сказал: да не надо заполнять эти графы, уже за вас все решено. В основном административное давление такого плана, что почему вы зарегистрировались на портале госуслуг и заполнили на портале госуслуг, вы должны были дождаться, когда придет переписчик. Кстати, был такой факт, когда переписчики приходят не с планшетами, например, а с блокнотами, записывают ручкой, карандашом. Вот это тоже серьезное нарушение. Вообще, для Гульнары Сергеевой жалобы на переписчиков из Башкортостана были вполне ожидаемы. Вы, уважаемые мои зрители канала, и без меня все сами прекрасно понимаете. Мы вам рассказывали не раз на нашем канале, как в Башкортостане переписи частенько превращаются в какой-то республиканский чемпионат по фальсификациям. В каких именно татарских районах Башкортостана фиксируются жалобы татар на переписчиков? Слушаем. А вот какие это районы в регионах, то есть там, где больше всего проживает татар? Да, это Ишлинский район, это Туймазинский район, там, где больше проживает татар, и
как мы знаем, что сами татары говорят об этом, что они вообще считают себя татарами, они разговаривают на татарском языке, но записывают их, порой в паспортах у них в Башкирии уже издавна были, например, некоторые записаны, хотя башкиры там вообще не проживают. Гульнара Сергеева также отметила, какие жалобы приходят от татар, проживающих в Сибири. Интересное мнение. В Тюмени, например, идет борьба за так называемых сыбыр, хотя это сибирские татары, но они называют себя сыбыр и хотят выделить это как в отдельную этногруппу. Что делать, если вы столкнулись с каким-то странным подозрительным поведением переписчиков? Гульнара Сергеева тут поделилась рядом рекомендаций. В этом случае рекомендуем обратиться с жалобой в Росстат, лучше всего, федеральный орган, поскольку у них аккумулируются все жалобы в единой программе. И далее уже Росстат направляет эти как поручение в тот территориальный орган, где происходила эта ситуация. Представим, что ко мне домой пришел переписчик, я заполнил переписной лист, и как мне убедиться в том, что те данные, которые я заполнил, отправлены куда нужно? Как проконтролировать этот момент? Значит, здесь только один вариант. Необходимо посмотреть самому в планшете все графы, которые заполнены, перепроверить и дождаться, чтобы переписчик в вашем присутствии нажал вот эту кнопку на планшете «Завершить». Потому что эта анкета, потом она уходит в базу данных, и уже перепроверить на портале госуслуг в случае, если вас переписал переписчик, вы не сможете, потому что вы заполняли это не через портал госуслуг. Какой совет можете дать для того, чтобы перепись прошла по закону? Мы рекомендуем вот в тех регионах, где у нас называют люди, есть проблемы, Башкирия, Тюмень, если они сомневаются в том, что у них могут возникнуть неправильные данные, искаженные, то самый лучший способ это, конечно, через портал госуслуг. Во-первых, сейчас продлили сроки внесения исправлений. У нас же были с вами до 8 ноября. Сейчас до конца переписи, до 14 ноября, они могут внести исправления, свои данные, если вдруг вспомнили, что что-то недозаполнили. Не обязательно только национальность, язык. Это может быть источник доходов, он не указал, там неправильно материал дома указал. Это его право внести такие исправления, и ему придет уже другой QR-код. Дуслар Ипташляр, если вы стали свидетелями подобных нарушений у своих знакомых, если вам известны подобные нарушения, можете также об этом написать под этим видео. А еще лучше, если вы мне напишите на WhatsApp, в Telegram или Facebook. В описании под видео будет мой номер телефона. Давайте вместе выводить на чистую воду этих этномародеров.